Чем выше отметки на термометре, тем больше людей устремляются на местные водоемы. Однако за этим кроется серьезная проблема. Не на каждом водоеме безопасно находиться, но это людей не останавливает. По официальным данным МЧС, в прошлом году погибло 5 человек, они купались в запрещенных местах. Чтобы предотвратить несчастные случаи, в республике стартовала акция «Я безопасно проведу лето». В первую очередь сотрудники МЧС отправились на базу отдыха Асса. У нас запланирована плановая проверка, одобренная прокуратурой Чеченской Республики. И на момент проверки будут проверяться, как ты сам будешь смотреть уже, документация на образование базы, техническое состояние мостков, детские купальни. Большинству установленных норм база отдыха соответствует. Вода не глубже 2 метров, есть отдельная детская зона. Однако к приему отдыхающих она еще не готова, не позволяет температура воды, не установлены буйки. Но к сезону владелец Ассы говорит, что успеет все привести в норму. Это единственный объект на территории Чеченской Республики, который не представляет никакой угрозы для отдыхающих. Но если здесь с посетителями будут нарушаться установленные правила безопасности, то ответственность за это будут нести спасатели, курирующие эту территорию, так и владелец. В рамках акции, направленной на детскую безопасность, в летний сезон намечены не только плановые и внеплановые проверки водоемов, но и проведение открытых уроков в школах. Ты плавать умеешь? Нет. Часто ездишь на речку или на море? Да. А как ты плаваешь, если не умеешь? Нельзя далеко уплывать. Учащиеся 60-й школы столицы сотрудников МЧС встретили особенно радушно. Его вытащили, он не дышит. Что надо сделать? Надо почистить Рот. Дальше. сделать искусственное дыхание. Покажи, как делается. Здесь каждому рассказали о правилах поведения на воде и объяснили, как пользоваться плавательным снаряжением. Данная акция важна тем, что вот перед началом летних каникул многие дети, соответственно, особенно ребята, у нас из-за отсутствия организованных мест отдыха купаются на проточных водоемах. И несчастные случаи в основном проходят именно на реках, на Тереке и на Сунже. И для уменьшения происшествий и гибели людей, особенно детей на водных объектах, это очень важно. В течение месяца спасатели планируют провести подобные занятия во всех школах республики. Луиза Хатуева, Стаймир Хаджиев, Дауд Куруев. Новости.